Товарищи офицеры. Я знаю, что среди вас есть те, кто впервые пришли в этот центр и впервые поют боевые действия. А есть те, которые уже неоднократно приняли по государственным наградам. Что такое? По медали. Вот такие медали. Такие медали дают за личное мужество. Знаете, что хочу сказать? Конечно, здесь созданы уникальные условия для руководителя Чеченской Республики. Он сам воин и боец, который знает, ради чего мы живем. Мы с вами живем ради Родины. И малой нашей Родины, и большой нашей огромной страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной, чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле. И чтобы мы уверенно смотрели вперед. И всегда, во все времена, несмотря на то, что страна наша сложная, она многоконфессиональная, многонациональная. Вот мы сейчас с Рамзаном ехали, говорили об этом. Но всегда у всех народов России, представителей разных религий и конфессий, всегда было и остается что-то общее. Это наша морально-нравственная основа и любовь к Отечеству. Уважение к старшим поколениям, уважение к нашей истории и наша вера в наше будущее. И в разные времена, времена сегодня не самые лучшие, не самые простые, но в разные времена, даже в самые сложные, находились такие люди, как вы, которые не жалели себя ради своей Родины и ради будущего нашего народа. И очень приятно, что мы сейчас с вами встречаемся. Вы принимаете для себя сложные решения. Одно дело здесь в тире стрелять, а другое дело подвергать свою жизнь и здоровье опасности. Но у вас есть внутренняя потребность защищать Отечество и мужество принять такое решение. Если вы приняли такое решение, то вы уже победили. Вы переступили определенный рубеж. Я вот с этим хочу вас поздравить, хочу вас поблагодарить за решение подобного. И от всего сердца хочу пожелать вам удачи. И пока у нас есть такие мужчины, как вы, мы точно, совершенно, абсолютно непобедимы. Я желаю вам удачи, ребята. Как подготовка, как организация подготовки? Давайте спросим у тех, кто пришел. Кто у вас, из вас третий, четвертый раз был? Кто из них? Четвертый, пятый раз. Кто у нас? Поднимите руки. Почему вы здесь? Расскажи, Дон. Сколько раз? Пятый раз. Пятый раз, да? Расскажи, Дон. Откуда сам? Ростовская область, станица Багаевская. Зовут Иван. Наверное, потому что еще не доделали дело, которое начали делать несколько лет назад. Хочется до конца довести, чтобы дети никогда не касались этого. И надежда на нас, опыт получили. Не посылать же молодых. Хотя молодые сейчас есть, делимся опытом, передаем опыт как тактически, практически, так и психологически. Поэтому надо закончить начатое, потом отдыхать будем. Да, и хорошо, что есть у нас такие парни, такие мужчины, которые готовы к решению таких задач, не боятся этого. То есть бояться надо, но преодолевают все ради Родины, ради наших людей и готовы встать на защиту этих людей. Спасибо. Женщины, вот они брали Мариуполь,
вот они зашли, да, почти 7 километров осталось до Киева, да, вот, они были там. Вот, когда вы сказали, чтобы вернулись там Херсон, вот, он был командиром. Вот, это все ребята, которые, которые пошли там. Готовы, все командиры готов, ничего им не нужно, полностью оружие, техника, все, что нужно для военных действий, вы обеспечили, они готовы выполнить ваш любой приказ. Я всего лишь пехотинец. Мы все пехотинцы, мы все в этом смысле в одинаковом положении. Удачи вам, ребята. Спасибо.